Что можно сказать? Совсем недавно, собственно говоря, эти попытки еще продолжаются, нас все пытались и пытаются до сих пор учить демократии. И всегда мы от этих учителей слышали, что самый порочный способ вести дела с оппонентами – это что-то запрещать. И это не соответствует принципам и нормам демократии. А лучшим способом является всегда открытая дискуссия и представление в этой дискуссии своих ярких и убедительных аргументов в защиту своей точки зрения. Если правда то, что вы сейчас сказали, если такое решение принято, это говорит о том, что мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную, деградацию в политическом смысле этого слова, представление о демократии в западном обществе, в данном случае на уровне Европейского парламента. Но очень рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл восторжествует, и реально никаких ограничений мы здесь не увидим. Ну а тех наших представителей прессы, журналистов, которые побудили представительного европейского органа принимать такие решения, хочу поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, весьма активно, результативно и талантливо свою работу. Павел, президент затронул сегодня и другие важные темы. Мы еще вернемся к вам, но сейчас чуть подробнее о самой резолюции, о том, как голосовали европейские парламентарии. Опасными российскими СМИ названы, в частности, информагентство «Спутник» и телеканал «RT», работающие на зарубежную аудиторию. Так вот, документ о противодействии им, хоть и принят в итоге, но широкой поддержки в Европарламенте не нашел. В голосовании принимали участие почти 700 депутатов. 691, если быть точным. За выступили 304, это меньше половины. Остальные либо воздержались, таких 208, либо вообще голосовали однозначно против, таких 179. Как бы то ни было, резолюция носит лишь рекомендательный характер, но поводов для обсуждения дало много. Дмитрий Сошин с подробностями. Депутаты Европарламента приняли резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран. В ней российские СМИ ставят в один ряд с информационными ресурсами, запрещенные у нас в стране группировки «Исламское государство». Даже по мнению отдельных европарламентариев, автор доклада, представитель Польши Анна Фатига, явно переступила красную линию. Это не только нарушение принципов свободы слова, о соблюдении которой так любят говорить в Старом Свете, но и очевидное нарушение многих международных норм. Сопоставлять российскую пропаганду, политическую пропаганду с терроризмом, это абсурд. То есть это очень далекие вещи, и никак нельзя сравнивать спутники или российское телевидение с материалами, которые распространяет исламское государство. Для меня это даже политическая ошибка. Эта резолюция – безумие. Она раздувает истерию против России. Это карикатура на страну, как будто кривое зеркало. Если мы будем так смотреть на Россию, то мы просто не поймем ее стратегических планов. Это опасный документ. Он усиливает конфронтацию и ущемляет свободу слова. Пока не ясно, каким образом европейские политики будут бороться с журналистами из России. В ряде стран уже действует негласное правило не давать им интервью. Съемочные группы наших телеканалов регулярно высылают из стран Балтии. А в Британии недавно власти пытались сорвать работу RT. Банковский счет лондонской студии телеканала пытались закрыть без каких-либо объяснений. В банке не стали скрывать. Решение было принято на самом верху. В Палате лордов без камер, а значит без лишней огласки, обнародовали доклад с оскорбительным названием «Полезные идиоты на службе Путина». Автор доклада Эндрю Фоксел, сотрудник фонда Генри Джексона, по существу объявляет войну политикам и обычным гражданам, имеющим смелость непредвзято относиться к позиции России. Активисты, журналисты, политики должны отмечать пророссийские связи отдельных личностей и партий и всячески оспаривать мнение этих людей. По всей Европе необходимо фиксировать связи политиков правого и левого толка с представителями Российской Федерации. Все европейские парламенты должны принять соответствующие законы, обязывающие политиков сообщать обо всех своих появлениях в средствах массовой информации, а также о гонорарах, если они таковые получили. Последний пункт относится к британцам, которые дают интервью российским журналистам. Зачастую они высказывают мнения, отличные от резко антироссийской официальной позиции. Ветеран британской прессы Джонатан Стил узнал об этом странном документе по дороге в студию телеканала RT. А программы Russia Today в фонде Генри Джексона не любят больше всего.
всего. По существу, это завуалированная форма маккартизма. Этот доклад призывает следить за теми, кто появляется в программах российских телеканалов. Эти программы должны отслеживаться для чего? Видимо, для того, чтобы этих людей потом наказать. Опубликовавший доклад «Консервативный фонд», его назвали в честь известного борца с коммунизмом американского конгрессмена Генри Джексона, уверяет, что не стремится возродить на британской почве маккартизм, средневековую, по сути, кампанию преследования политиков и деятелей культуры за симпатии к Советскому Союзу. Но надо понимать, что к фонду Генри Джексона прислушиваются наверху, а потому рекомендация может легко стать программой к действию. Беспокойство вызывает лежащая в основе всего этого русофобия. Достаточно упомянуть нападки официального представителя Госдепа США на журналиста RT. Предпринимается попытка дискредитировать Россию, сделать из нее страну, которая как будто не имеет права на собственную точку зрения. Любопытно, что офис телеканала RT и штаб-квартира общества Генри Джексона находятся в одном высотном здании на берегу Темзы возле британского парламента. Журналисты RT не раз приглашали своих соседей подняться по ступенькам и в студии, либо без камер, за чашкой английского чая, обсудить политические и иные разногласия. Но каждый раз представители общества отказывались. Надо учитывать, что RT, российский телеканал на английском языке, только в Британии имеет миллионную аудиторию. Европейцы уже давно ищут альтернативную точку зрения. Дмитрий Сошин, Мария Михневич, Первый канал.